Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать здесь, в концертном зале Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Перед вами филармонический джаз-бенд Республики Татарстан, дирижер Анатолий Василевский. Сегодняшний вечер мы открыли музыкой Аллегро Леонидовича Лундстрома. Прозвучал «Атом Буги». Это произведение, которое он написал в 1957 году. Но его творческая жизнь сложилась очень интересно, оригинально, и поэтому сегодняшняя наша первая часть концерта – это небольшая как бы ретроспектива Лундстром Шанхай, Лундстром Казань, Лундстром Москва. Сегодняшний наш вечер называется «Музыкальное приношение Олегу Леонидовичу Лунdsтрому». Ему в этом году исполняется 100 лет. И, безусловно, для нас имя Лундстром – это символ Казани, символ джазовой Казани, символ музыкальной Казани. И мы очень рады, что в свое время, в 1947 году, именно он и его оркестр оказались в нашем городе. Таким образом, как бы на географическую карту джазового мира внесли это слово «Казань», джазовая Казань. А все это началось в 1934 году, и сейчас филармонический биг-бенд исполнит очень важную композицию, которую очень чтил сам Лундстром. Чтил, потому что автором являлся Дюк Эллингтон. И надо сказать, что именно Дюк Эллингтон стал тем музыкантом, который как бы благословил Лундстрома вот в эту биографию джазового музыканта. Эта композиция называется в американском варианте у Лундстрома, она называется «Добрый старый юг». И для Лундстрома это была ностальгия по южным штатам, где зарождался джаз. Судьба этой композиции в Советском Союзе сложилась непросто. Лундстром, конечно же, ее записал на самую свою первую пластинку, но наши цензоры, безусловно, все сделали, чтобы этого названия не было. Ну как так в советское время старый добрый юг, юг добрый. Получается, север у нас не очень добрый, а север – это и колыбель революции Ленинград и Москва. Поэтому на первом диске, который, кстати, очень чтит и хранит Анатолий Василевский, эта композиция называется просто «На юге». Ну и, конечно, самые важные слова о Лундстрома – это, конечно, о своем гуру, о Дюке Эллингтоне. Послушаем Лундстрома. Корреспонденты женского пола, когда меня спрашивают о музыке и все, обязательно, они не могут без этого. А вы влюблялись? Я говорю, да, я как услышал Эллингтона, я говорю, так влюбился на всю жизнь, что я вместо того, чтобы быть инженером, архитектором, стал музыкантом. Дюк Эллингтон, старый добрый юг.
Старый добрый юг Дюка Эллингтона. Свою творческую жизнь Лундстрем начал в Харбине, затем был Шанхай. И сейчас мы с вами послушаем шанхайскую аранжировку очень известной песни. Это 1939 года аранжировка. Сама была песня написана всего лишь годом раньше в Советском Союзе Матвеем Блантером. Эта тема называлась «Катюша». Надо сказать, что сам оркестр Лундстрема всегда себя трактовал как отечественный джаз-оркестр. Впрочем, о «Катюше» лучше всего скажет сам Олег Лундстрем. И вновь звучит оркестр. Вновь, пожалуйста, Олег Леонидович, маэстро, на сцену. Пожалуйста. Сейчас мы исполним для вас одну очень хорошо известную песню, а история такова. Она была аранжирована мною еще в Шанхае в 1939 году. Но когда мы в 1947 году приехали сюда, ее сыграли, у нас ее моментально сняли, потому что сказали, что нельзя. Да, советскую песню в какой-то иностранной обработке играть. И сейчас я хочу вам ее исполнить, потому что сейчас уже запретов нету, а это всем известная песня «Катюша», сделанная в джазовой обработке. Катюша Блантера стала предтечей, предвестником
уже собственной композиции Олега Лундстрома, посвященной теме войны. В 1945 году в Шанхае он написал произведение вроде бы с таким нейтральным названием «Интерлюдия». Ну, может быть, на это были свои обстоятельства, поскольку шла еще советско-японская война. Вот. Но вместе с тем композиция это была написана, и она была посвящена великой победе советского народа в Великой Отечественной войне. Итак, 1945 год, Лундстром, «Интерлюдия».
Звучит песня Александра Ключарева о Волге. Это аранжировка и обработка Олега Лунстрома. И действительно, это очень трогательно, что песня о Волге, песня Казани – все это символы. И в 1947 году Олег Лунстром и его оркестр приехали в Казань. Сначала в Зелендольск, а потом в Казань. И действительно, из тех небольшого количества городов, которые были предложены Лунстрому и его шанхайцам на выбор, они выбрали именно Казань. Сам Лунстром многократно говорил, что выбрали Казань, потому что это крупный культурный город. Ну и главное, что здесь была консерватория. Шанхайцы хотели учиться музыке. Это была молодая консерватория, всего 2 года. Да и самому ректору, он по существу был сверстник шанхайцев, всего лишь на 5 лет старше самого Олега Лунстрома. Но именно Казань приютила, Казань согрела, и, что примечательно, именно здесь, в Казани, оркестр и Лунстром пережили тяжелейшие годы. 1948 год, начало Ждановщины, 1953 год, завершение сталинской эпохи. Это были самые тяжелые годы для советского джаза за всю ее историю. И очень приятно, что именно консерватория, Казань оказались вот тем прикрытием, которое позволили сохранить и дать толчок творческой судьбе и самого Олега Лунстрома, и его оркестру. И примечательно, что здесь они нашли не просто новых друзей, здесь они нашли людей, которые в значительной степени их сподвигли на новые творческие достижения. Это, конечно, ректор консерватории Назиб Гаязович Жиганов. И мы все говорили: кого ты берешь в консерваторию? Это же иммигранты, это же все японские шпионы. В консерватории шпионы. Однако надо знать силу и личность Жиганова. Большую часть оркестра, то есть тех, кто хотел учиться в консерватории, он принял. И, наверное, никогда не жалел, поскольку Лунстром и его оркестранты сделали действительно славу Казани и, конечно, то, что они были выпускниками Казанской консерватории. Безусловно, это Александр Сергеевич Ключарев, музыку, которую мы сейчас слушаем. Это был один из творческих сотрудников, соратников Лунстрома. Впрочем, слова о Лунстроме лучше всего проиллюстрируют слова самого Лунстрома о Казани. Мы себя считали неотъемлемой частью Шанхая. Один музыкант даже сказал: как вы могли уехать из такого города в какую-то Казань? Я говорю: во-первых, не в какую-то, в Казань мы приехали на родину после разрухи и ужасной войны. Так что нас абсолютно ничего не смущало, что там было. Вот краткие слова о Казани Олега Лунстрома. Сейчас мы послушаем результат творческого сотрудничества Александра Сергеевича Ключарева, который, кстати, в то время был художественным руководителем Татарской государственной филармонии, то есть вот той филармонии, где мы сейчас находимся. Вот. Творчество с самим Олегом Лунстромом.
Татарская самба. В 1956 году оркестр вместе с его руководителем переезжает в Москву, и фактически это становится ведущий джазовый коллектив Советского Союза. И не просто коллектив, который пропагандирует музыку, которая все равно вызывает сомнения, все равно в ней есть какая-то западная тлетворность, но вместе с тем Олег Лундстрем – это не просто джазовый музыкант, это не просто музыкант, это крупнейшая личность, которая пережила многие потрясения, катаклизмы, которые сгущались даже в период оттепели. Но у оркестра была еще одна особенность. Поскольку у нас не было ни среднего, ни высшего музыкального джазового образования, то оркестр был по существу академией джаза, а сам Лундстрем – академиком джаза. И поэтому через его оркестр прошли выдающие представители советского, российского, отечественного джаза. Горонян, Бахолдин, Зубов, Гольштейн, Капустин. Через него прошли многие выдающиеся звезды, певцы и певицы, среди которых Алла Пугачева, Аида Ведищева, Майя Кристалинская, Валерий Ободзинский. Вот сегодня у нас в гостях на сегодняшнем концерте будет одна из лучших, одна из самых ярких звезд отечественного джаза, которая проработала в оркестре Олега Леонидовича Лундстрема 17 лет. С удовольствием приглашаю Армене Саркисян. Swing, 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 swing. Everybody start to swing, la-di-da, wa-wa-wa-da. You're singing with a swing, 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 swing. Everybody start to swing, la-di-da, wa-wa-wa-da. You're singing with a swing. When that music goes around, everybody goes to town. But it's something you should know. Oh, baby, oh, oh, oh. Swing, 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 swing. Everybody start to swing. La-di-da, whoa, 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 da. You
with a swing. Get out of the dead door. Get up out the little that I fed. Swear by Papa today. Get out the little pity bone. Get on day, on day, on by. Get it, Papa. Start to swing, la-di-da, whoa, now you're singing with a swing. Where that music goes around, but it's something you should know. Oh, swing, 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 swing. Everybody start to swing, la-di-da, whoa, now you're singing with a swing. La-di-da, whoa, now you're singing with. Добрый вечер, дорогие друзья. Я очень волнуюсь сегодня. Сегодня потрясающий день. Я хочу сегодня начать с того, сказать, во-первых, большое спасибо всем, кто сделал сегодняшний праздник. Всем. И руководству, и великолепному оркестру, дирижеру. Огромное вам спасибо за ту душу, за ту любовь, с которой вы пригласили нас, во-первых, и оркестр, и сделали сегодняшний праздник. Я смотрела на Олега Леонидовича. В жизни каждого из нас самое главное, одно из самых главных – это учитель. Олег Леонидович мой самый любимый учитель. Это больше, чем учитель, это больше, чем родной человек. Спасибо Олегу Леонидовичу. Он сегодня здесь с нами, и он очень любит Казань. Я помню эти дни, когда мы много-много раз бывали здесь. Он всегда с такой теплотой, с такой любовью относился к городу. И сегодняшний этот солнечный день говорит о том, что он сегодня с нами. Я хочу еще раз сказать спасибо всем. И не могу не спеть песню. Вторую песню, которую я спою, называется «Не уезжай ты, мой голубчик». Аранжировка Олега Леонидовича. Не уезжай ты, мой голубчик, печально жить мне без тебя. Дай на прощание обещание, что не забудешь ты меня. Скажи ты мне, что любишь меня, что любишь меня. Скажи ты мне, что любишь ты меня. Когда очей твоих не вижу, грустно задумчиво хожу. Когда речей твоих не слышу, мне кажется, я не живу. Скажи ты мне, что любишь меня, что любишь меня. Скажи ты мне,
что любишь ты меня. Скажи ты мне, что любишь меня, что любишь меня. Скажи ты мне, скажи ты мне, что любишь ты меня. Скажи ты мне, скажи ты мне, что любишь, любишь ты меня. Спасибо большое. А сейчас я спою песню, которую я пела буквально недавно на Кубе. Называется она «It's Impossible» Армандо Манзанеро. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos. Y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you, could I ever ask for more? It's just impossible. Should you ask me for the world, somehow I'd get it. I will sell my very soul and not regret it. For to live without your love is just impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you, could I ever ask for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, someone I'm getting, I will sell my very soul and not regret it. For to live without your love is just impossible. It's just impossible. It's just impossible. Ray Charles, Hallelujah, I just love him so.
Let me tell you about the boy I know. He's my baby and he lives next door. Every morning before the sun comes up, he brings my coffee in my favorite cup. That's what I know. Yes, I know. Hallelujah, I just love him so. When I'm in trouble and I have no friends, I know he go with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them as I tell him so. That's what I know. Yes, I know. Hallelujah, I just love him so. Now if I call him on that telephone and tell him that I'm all alone, by the time I come from 1 to 4, I hear him on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, he kisses me and when he holds me tight, tell me baby everything's alright. That's what I know. Yes, I know. Hallelujah, I just love him so. Now if I call him on the telephone and tell him that I'm all alone, by the time I count from 1 to 4, I hear him on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, he kisses me and when he holds me tight, tell me baby everything's alright. That's what I know. Oh, yes, I know. Hallelujah, I just love him so. Hallelujah, I just love him so. Hallelujah, hallelujah, I just love him so. Армене Саркисян. Филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан. Армене Саркисян. Армене Саркисян. Вы знаете, во время выступления Армене Саркисян произошел очень трогательный момент, когда одна прекрасная джазовая певица преподнесла цветы другой джазовой певице. Я имею в виду Лилию Чугунову. Браво, Лилечка. Когда я перечислял воспитанников джаз-оркестра Олега Лундстрома, я сознательно не назвал одного. Я, может быть, и не стоит называть, но я все-таки должен сказать, что он у нас в Казани, он здесь, но он будет во втором отделении. Это Игорь Бутман. Ну, а сейчас мы завершаем наше первое отделение и, конечно, завершаем оркестровой композицией, автором которой является Олег Лундстром. Называется она «Спидвей». Но перед тем, как оркестр завершит первое отделение, конечно, я хочу акцентировать внимание и на филармоническом джаз-оркестре Республики Татарстан. Давайте мы им поаплодируем. Достаточно пока. И особые аплодисменты дирижеру Анатолию Василевскому. Так, вновь Лилия Чугунова. В нашем концерте сегодня предчувствует уже фактически участник, еще одна джазовая певица. Выйти ей на сцену и спеть. Но почему внимание к Анатолию Василевскому? Ну, для меня джазовая Казань, бендовая джаз, это, конечно, три имени. Это Олег Лундстром, это Виктор Деринг и Анатолий Василевский. Продолжатель этих великих шанхайских джазовых традиций. Я должен вам сказать, что в начале 60-х годов
Василевский, Анатолий Александрович Василевский, да просто Анатолий Василевский, выбрал именно Казань. Он приехал учиться в Казань, опять-таки в Казанскую консерваторию, но в первую очередь Казань, поскольку в Казани, как ему казалось, по-прежнему властвует Лундстрем. Он приехал в Казань, а Лундстрем уехал уже в Москву. Но мы-то рады, Василевский зато остался в Казани, поэтому несколько слов о Лундстреме. Дорогие друзья, я уже много раз рассказывал, возможно, уже все слышали. Я учился в Архангельском музыкальном училище, и в 1957 году, я уточню, первое мое знакомство с оркестром Олега Леонидовича Лундстрема было, такая маленькая была пластиночка, на которой было написано «Татарский эстрадный оркестр, руководитель Олег Лундстрем». Это были те знаменитые 6 пьес татарских знаменитых, с которой у них началась их творческая деятельность в Казани. И вот я просто знал, что в Казани есть оркестр Олега Лундстрема. И вдруг на следующий год, в 1958 году, в Архангельск приезжает тот самый оркестр, уже, правда, без струнных, но самое главное, это был тот шанхайский состав, который редко, я думаю, что сидящий здесь в зале слышал. И там был, правда, единственный человек, который был не из Шанхая, это был Георгий Горонян. Он первый тогда присоединился из нешанхайских музыкантов. И вот тогда мы услышали вот этот настоящий американский джаз, который мы до этого вживую никогда не слышали. Но поскольку мы были молодые, и ассоциации с татарским эстрадным оркестром у нас остались, мы так и подумали, что я и мой младший брат Володя, мы так и подумали, что этот биг-бенд, который приехал в Архангельск, он и есть в Казани, и из Казани он гастролирует. И когда я заканчивал музыкальное училище в 60-м году, несмотря на то, что у меня была рекомендация в Ленинградскую консерваторию, мы с братом своим младшим посоветовали, он говорит, только езжай в Казань, там Лундстрем, я к тебе приеду через год. Вот, собственно, так все и произошло. И вот я здесь с тех пор, с Олегом Леонидовичем мне посчастливилось познакомиться, мы в то время еще жили в Казани, они получили квартиры только в 1964 году. Он был у нас на репетиции одной из первых во дворце Ленина, был замечательный оркестр, правда, он очень мало существовал. Мы тогда создали оркестр, я, Володя, мой брат, и Вадим Венедиктов, известный музыкант. Мы собрали очень хороший оркестр, куда входили студенты музыкального училища и консерватории. И Олег Леонидович к нам пришел на одну из первых репетиций, не помню, на вторую или третью. И ему было очень интересно, ему, видимо, было очень понравилось, что вот растет новая поросль преемников его творчества. То есть он заложил же в Казани вот эту традицию больших оркестров, которая продолжается по сей день, и вот это тоже есть продолжение нашего оркестра. И с тех пор, потом он меня снабжал репертуаром, и наша дружба, ну, такая, как говорится, старшего с младшим, она у нас так продолжалась всегда. Ну и, в общем, давайте вспомним еще раз. Как раз вот подтверждение моих слов. Да, надо же. Спасибо. Ну вот я на этом и закончу, пожалуй. Анатолий Василевский. Итак, Олег Лундстрем, «Спидвей». Филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан, Анатолий Василевский.
Эдуард Нурулин. Филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан. Дирижер Анатолий Василевский.
Игорь Вутман и филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан. Игорь Вутман. Уважаемые друзья, вы уже по настроению даже оркестрантов поняли, что такое джаз, поскольку у нас в сцену вышел волшебник, кудесник джаза Игорь Вутман, который... Ну это же так, Игорь. Тем более, что в его творческой судьбе был Олег Лундстром. Но представляя Игоря Вутмана, все мы хорошо знаем, я хочу одну все-таки черту подчеркнуть. В 90-е годы, когда казалось, что у нас джаз закисает, и в Казани тоже, вот именно Игорь Вутман стал тем музыкантом, который вдохнул в жизнь как в российский джаз, так и в казанский джаз. И его замечательные концерты с триом Бонасо, с триом Евгения Борца, это стали частью истории 90-х годов. Я считаю, с того времени джаз вновь стал подниматься в Казани. Так что в какой-то мере в 90-е годы, музыкант, который стоит перед нами, сыграл вот ту инициирующую роль, которую в свое время сыграл Олег Лундстром в конце 40-х, в начале 50-х годов в Казани. Спасибо Игорю Вутману. Ну, я не случайно связал Игоря Вутмана из Казани, поскольку сейчас прозвучит композиция, написана нашим татарским композитором, замечательным композитором, я считаю, инноватором композитором. Тем более, что у него была большая дружба с Олегом Лундстром, они учились вместе в Казанской консерватории. Это Алмаз Моносыпов. У него есть замечательная тема, которая называется «Мечты». Исполняет Игорь Вутман и филармонический джаз-оркестр Анатолия Василевского.
Алмаз Моносыпов «Мечты». А аранжировщиком этой композиции является Анатолий Василевский. И я не случайно делаю акцент на аранжировке, поскольку... давайте поаплодируем аранжировщику Анатолий Василевский. Ну тогда уж исполнитель Игорь Бутман. Ну вот видите, всегда аранжировщику аплодисментов меньше. А я должен сказать, что аранжировщик в джазе – это фактически со-композитор. И почему я делаю акцент на аранжировщики, поскольку вот в следующей композиции аранжировщиком является Виталий Долгов. Это по существу, как вы знаете, концепция саунд-оркестра Лундстрома 80-е, 90-е годы. Почти 20 лет Виталий Долгов работал с оркестром Лундстрома, создавая вот эту как бы оркестровый, тембровый антураж оркестра. Это великое имя, не случайно, что впоследствии Виталий Долгов стал аранжировщиком оркестра Игоря Бутмана, насколько мне известно. Да, поэтому аранжировщик – это большой человек, только не всегда его знают. Это такой, знаете, таинственный, скрытый, латентный автор. Поэтому давайте мы теперь просто поаплодируем самому статусу аранжировщика в джазе. Я думаю, музыканты тоже могут здесь как бы. Действительно, это большой человек. Но изюминка следующего номера заключается не только в том, что аранжировщик Виталий Долгов, а в том, что автор этой композиции Игорь Бутман. Все те, кто следит за неподражаемой, неповторимой биографией нашего московского гостя, хотя мне, знаете, трудно называть его гостем, поскольку он наш казанский, много сделали казанского джаза, все, кто знает о его увлечениях. Поэтому авторская композиция называется очень кратко и емко «Буллит». Так, минуточку. Похоже, не всем понятно, что такое буллит. Это такой штрафной в хоккее. И Игорь Бутман является мастером и в этом деле.
Игорь Бутман, Анатолий Василевский, филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан. Игорь Бутман. Сейчас прозвучит очень трогательная композиция, которая мне лично очень нравится, поскольку ее блестяще исполняет. Это, можно сказать, один из таких символов баллад у Игоря Бутмана. Называется «Ностальгия». Но прежде чем прозвучит ностальгия, даже знает ностальгию. Но прежде чем она прозвучит, несколько слов о... Тем более, ностальгия сегодня, конечно, будет окрашена в такие лундстремовские тона. Добрый вечер, дорогие друзья. Очень приятно вновь приехать в Казань. На самом деле, я благодарен Александру Маклыгину за то, что в те годы далекие, как раз именно он был один из тех людей, который пригласил меня сюда, в Казань. И мы тогда играли, это в 90-х годах было, середина 90-х. В Казань я первый раз приехал вместе с Олегом Леонидовичем Лундстремом в 1983 году. Мы играли на стадионе, тогда еще Ледовом дворце, и мы выступали, мы несколько дней выступали, мы играли было два отделения. Первое отделение было отделение такое большой рост концертовского такого
эстрадно-джазового представления. А оркестр Лунстрема был, конечно, главной звездой, но там были еще вокалисты, цыгане, жонглеры, циркачи. Кого там только не было в первом отделении. Всех тогда кормила машина времени. Она играла в втором отделении, но не имела права на сольный концерт на 2 отделения. Потому что слишком много денег было для одной группы на стадионе. Это сейчас другое дело, можно 2 отделения играть, что и делает все рок-группы. И даже джазовый концерт. Ну, в общем, мы там играли, и тогда вот впервые я был в Казани с Олегом Леонидовичем. Это был незабываемый как раз дни. Во-первых, мы много, так сказать, их могли посмотреть тогдашнюю Казань, и пообщаться с музыкантами, и как с «Машиной времени», так и с другими, тоже приличными музыкантами. Они к нам тянулись, «Машину времени». Но самое главное было то, что я был с Олегом Леонидовичем Лунстрёмом, и это было весной только после моего прихода в оркестр, и такие долгие гастроли в одном месте. И тогда мы общались с Олегом Леонидовичем, и меня очень интересовала вообще вся его история. Он очень, как сказать, очень спокойно и свободно нам, молодым, рассказывал о своей жизни в Шанхае. Мы вообще, за границей для нас была такая далекая, поэтому когда он рассказывал, это было просто очень интересно. И вот тогда произошел эпизод, когда я начал уже в оркестре танцевать, тогда появились задатки танцора на льду. Вот, тогда появились задатки вообще, тогда я играл какую-то красивую балладу, которая называлась «В сентиментальном настроении», потом это баллада Руби. Но всегда это было огромное удовольствие играть, и тогда вот все вместе. Казань, Олег Лунстрем, выдающийся музыкант, память о нем будет жить вечно. Оркестр, дай бог здоровья всем тем, кто сегодня в оркестре, и руководитель Борису Фрумкину, о том, что дело Лунстрема живет, дело джаза живет, самое главное. Потому что Олег Леонидович действительно пронес любовь к джазу через всю свою жизнь. И вообще нигде не оступался, ничего не делал того, чтобы могло как-то заглушить его эту любовь. Поэтому огромное для меня удовольствие принимать участие в концерте здесь, в Казани, на второй родине Олега Леонидовича, и сыграть пьесу, которая называется «Ностальгия», посвятить ему, великому музыканту, великому человеку. И главное, что это очень важно для джаза, для российского джаза, что мы помним великого музыканта и великого человека. Итак, «Ностальгия», посвящение Олегу Леонидовичу Лунстрему.
Игорь Бутман на концерте «Приношение» Олегу Лунстрому. Андрей Фролов. Андрей Фролов, соло. Филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан. Дирижер Анатолий Василевский, Игорь Бутман. Приношение Олегу Лунстрому. Аранжировка Виталия Долгова, автор Сони Стит. «Вечный треугольник».
Лидер российского джаза Игорь Бутман. Браво, Игорь. Браво. Филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан, дирижер Анатолий Василевский. Игорь уходит временно. Временно? Да. Ну, действительно, хорошего джазового музыканта со сцены не сгонишь, поскольку здесь познается и джаз, и главная сущность джаза – импровизация. В череде музыкантов эпохи Лундстрема или гнездышка Лундстремова, конечно, нужно звать и Бориса Фрумкина. Он недавно приезжал со своим оркестром, а он возглавляет оркестр Олега Лундстрема к нам в Казань на фестиваль, который был проведен Казанской консерваторией, посвященный выпускнику Казанской консерватории Олегу Лундстрему. Борис Фрумкин. Он аранжировщик этой песни, которая прозвучит. Автор ее Консуэло Веласкес. Это имя ни о ком ничего не говорит. Вот так бывает, что композитор как бы так случайно напишет мелодию, тему, композитор не знает, зато тема известна во всем мире. Вот такая незавидная судьба может быть не только аранжировщика, но и у автора. А мелодия называется «Бесама Муча». Армене Саркисян. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame,
bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Que tengo miedo perderte después. Que tengo miedo perderte después. И я с большим удовольствием еще раз на сцену приглашаю Игорь Бутман. Let the good time roll. Everybody, let's have some fun. You only live but once, and when you're dead, you're down. So let the good time roll. Let it roll, roll, roll. Don't care if you're young or old. Let the good time roll. Don't sit there mumbling, talking trash. If you want to have a ball, you gotta go spend some cash. So let the good time roll. Let it roll, roll, roll. Don't care if you're young or old. Let the good time roll. Hey, little Susie, lock out the doors. Cops come around, just telling jaws and claws. So let the good time roll. Let it roll, roll, roll. Don't care if you're young or old. Let the good time roll. Mr. King is in town. I got a dollar and cut him just straight to clown. Don't let nobody sell me cheap. I've got half a dollar more than I'm gonna keep. So let the good time roll. Let it roll, roll, roll. Don't care if you're young or old. Let the good time roll.
round, you swing on, let the good time roll. Блестящий джаз. Рамина Саркисян, Игорь Бутман. Оркестр Анатолий Василевский. Рамина Саркисян, Игорь Бутман. Дорогие друзья, наш концерт заканчивается. И как мы его закончим? Ну, его закончим в духе старой доброй традиции, которая была и у Лундстрома, и у Деринга. Они очень любили заканчивать концерт темой Дюка Эллингтона. Если вы помните, мы начали наш концерт сегодня Дюком Эллингтоном. Мы закончим тоже Дюком Эллингтоном. Это известный джазовый стандарт «Старый цирковой поезд». В этом даже есть добрая традиция. Начали мы добрым старым югом, если вы помните, закончим старым цирковым поездом. И начнем мы его с видео. В 2001 году в Казани проходил концерт, где выступали два оркестра. Оркестр Лундстрома и оркестр Деринга. И завершали они концерт, естественно, Дюком Эллингтоном и старым цирковым поездом. Мы не будем нарушать традицию, тем более это и есть прямое наше музыкальное приношение памяти великого музыканта, именно музыканта, в самом высоком значении этого слова, каковым был Олег Лундстром. Виктор Деринг и Олег Лундстром. Два оркестра и старый цирковой поезд Дюка Эллингтона.
Абдурашид Алавадинов. Сергей Минаев. Армина Саркисян, Игорь Бутман, филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан, дирижер Анатолий Василевский. Браво! У нас получилось блестящее приношение Олегу Лунстрому. Филармонический джаз-оркестр. Армина Саркисян, Игорь Бутман.
цветы от Татарской государственной филармонии, джазу, всем участникам и, конечно, Лундстрому. Браво! Игорь Бутман, Армения Саркисян, филармонический джаз-оркестр, Анатолий Василевский. Браво. Олег Лундстрем. Аве Лундстрем. Игорь Бутман, Армения Саркисян, Анатолий Василевский.
Дорогие друзья, мне не хочется произносить это слово, что концерт закончен. Ну, извините, или, как говорят в Казани, БТ. Все. Концерт закончен. До встречи на джазовых концертах в этом зале. До свидания.